Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 18 декабря президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл с официальным визитом и для участия в саммите диалога «Центральная Азия-Япония» в городе Токио, Японии. 18 декабря президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл с официальным визитом и для участия в саммите диалога «Центральная Азия-Япония» в город Токио, Японии. В аэропорту Ханеда президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, тепло встретили высокопоставленные представители Японии. В честь высокопоставленного гостя площадь аэропорта была украшена государственными флагами. 19 декабря в Токио президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с председателем межпарламентской группы дружбы и сотрудничества Таджикистан-Япония, членом Палаты представителей парламента Японии Кейджи Фуруя. 19 декабря в Токио президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с председателем межпарламентской группы дружбы и сотрудничества Таджикистан-Япония, членом Палаты представителей парламента Японии Кейджи Фуруя. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил вклад межпарламентской группы в укрепление дружбы и расширение сотрудничества Таджикистана и Японии. Большое внимание было уделено реализации различных проектов, в том числе в сферах энергетики, здравоохранения, науки и образования, транспорта, сельского хозяйства и укрепления человеческого потенциала. Стороны уделили внимание развитию сотрудничества в сфере информационных технологий, созданию технопарков, поддержке бизнес-инкубаторов, стартапов и подготовки высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий. Важным направлением двустороннего сотрудничества была признана гуманитарная сфера. Среди других тем обсуждения были вопросы развития гуманитарного обмена и увеличения квот на обучение граждан Таджикистана в японских высших учебных заведениях, а также учебных курсов. 19 декабря президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Токио встретился с президентом японского агентства международного сотрудничества Акихико Танакой. 19 декабря президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Токио встретился с президентом японского агентства международного сотрудничества Акихико Танакой. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что таджикская сторона высоко оценивает уровень сотрудничества с Японией в рамках японского агентства международного сотрудничества. Стороны уделили большое внимание развитию сотрудничества в важных сферах национальной экономики нашей страны, в том числе реализации совместных проектов в сферах промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, водоснабжения, образования и здравоохранения. Приветствовалось подписание 2 новых грантовых соглашений по проектам строительства подстанций и модернизации оборудования для сканирования грузов на таможенном посту. Среди других тем разговора был вопрос привлечения прямых японских инвестиций, в том числе льготных и иеновых кредитов. Развитие зеленой энергетики было названо одним из перспективных направлений сотрудничества. Была выражена заинтересованность в расширении секторов программы GDS в области медицины, нанотехнологий, информационных технологий, авиационной техники, информационной безопасности, охраны окружающей среды и создания таджикско-японского центра инноваций и цифровых технологий в нашей стране. 19 декабря президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Токио встретился с президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Масами Иджимой. На встрече были обсуждены перспективные направления сотрудничества между Таджикистаном и Японией. 19 декабря президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Токио встретился с президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Масами Иджимой. На встрече были обсуждены перспективные направления сотрудничества между Таджикистаном и Японией.
Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал Японскую ассоциацию по торговле важным механизмом расширения экономических связей и укрепления торговых связей между нашими странами. Было подчеркнуто, что Таджикистан обладает уникальными ресурсами, подходящим географическим расположением и большим человеческим потенциалом. При этом было отмечено, что эти возможности делают нашу страну перспективным местом для формирования логистических и производственных цепочек. Большое внимание было уделено использованию благоприятных возможностей для переработки сельскохозяйственной продукции, расширению текстильной промышленности, банковскому делу, искусственному интеллекту и фармацевтике. Ассоциации было предложено принять участие в строительстве малых гидроэлектростанций, солнечных и ветряных электростанций, модернизации существующих энергетических объектов, а также создании совместных предприятий. Важным направлением было признано выращивание экологически чистых продуктов, в том числе фруктов, винограда, бобовых и лекарственных растений. Речь также шла о благоприятных условиях для создания промышленных предприятий, использования минерального сырья и энергетических ресурсов. 19 декабря в Токио президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с исполнительным директором Японской организации по безопасности металлургической и энергетической отрасли Ичи Такахарой. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, в начале беседы отметил, что мы заинтересованы в сотрудничестве с организацией в реализации проектов в энергетическом и горнодобывающем секторах. 19 декабря в Токио президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с исполнительным директором Японской организации по безопасности металлургической и энергетической отрасли Ичи Такахарой. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, в начале беседы отметил, что мы заинтересованы в сотрудничестве с организацией в реализации проектов в энергетическом и горнодобывающем секторах. Большое внимание было уделено использованию возможностей нашей страны в промышленной сфере, модернизации технологий добычи и переработки полезных ископаемых, созданию совместных производственных предприятий. Было сочтено необходимым налаживание практического сотрудничества по реализации проектов в области возобновляемой энергетики с привлечением инвестиций и новых технологий. Также было подчеркнуто, что мы заинтересованы в активном участии японских компаний в реализации зеленых технологий в Таджикистане. Организация по безопасности металлургической и энергетической отрасли Японии было предложено наладить совместное сотрудничество с государственными учреждениями, университетами и научно-исследовательскими институтами Таджикистана в области изучения и разработки недр. 19 декабря президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Токио встретился с императором Японии, уважаемым Нарухито. На встрече были обсуждены вопросы отношений Таджикистана и Японии. 19 декабря в Токио состоялась встреча президента Республики Таджикистана, лидера нации Эмомали Рахмона с императором Японии Нарухито. В ходе переговоров были обсуждены ключевые вопросы таджикско-японских отношений. Глава государства выразил благодарность императору Японии за теплый прием и внимание, оказанное таджикской делегации. Было отмечено, что сегодня сотрудничество между Таджикистаном и Японией охватывает широкий спектр направлений от торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфер до реализации совместных проектов, представляющих взаимный интерес. Особо подчеркнута поддержка Японии в реализации малых и средних проектов в сферах инфраструктуры, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и экологии, а также в области подготовки кадров, здравоохранения и санитарии. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам двустороннего сотрудничества. Спасибо.
19 декабря в Токио президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с председателем Палаты советников парламента Японии Секигучи Масакадзу. 19 декабря также президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провел встречу с председателем Палаты советников парламента Японии Секигучи Масакадзу. В ходе беседы глава государства подчеркнул, что Таджикистан придает особое значение развитию межпарламентского взаимодействия с Японией. Парламентская дипломатия была названа одним из эффективных инструментов укрепления межгосударственного диалога. Стороны сочли необходимым активизировать работу группы дружбы и сотрудничества Маджлисе Милли, Маджлисе Оли Республики Таджикистан и Палаты советников парламента Японии. Также состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию таджикско-японского партнерства в социально-экономической сфере, инфраструктурных отраслях, промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, экологии и здравоохранении. Отдельное внимание было уделено перспективам сотрудничества в сфере цифровой экономики, внедрения зеленых и цифровых технологий, а также искусственного интеллекта. В числе других тем привлечение инвестиций в туристический сектор, развитие практического взаимодействия в сфере трудовой миграции и расширение культурно-гуманитарных связей между двумя странами. Таджикистан и Япония. Курс на полную цифровизацию. В Токио в рамках визита президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялись масштабные обсуждения по внедрению передовых технологий в экономику и госуправление. Как наши отечественные разработчики покоряют японский рынок и что даст этот визит для развития сферы инноваций в нашей республике, в нашем материале. Токио стал центром стратегического диалога. Официальный визит лидера нации Эмомали Рахмона в Японию открывает новую главу в истории двухсторонних отношений. Накануне в японской столице прошли встречи на высшем уровне, где главными темами стали не только дипломатия и экономика, но и вызовы 21 века. В эпоху стремительных технологических перемен, когда искусственный интеллект и тотальная цифровизация определяют лидерство государств на мировой арене, Таджикистан уверенно заявляет о себе как о прогрессивном участнике глобального рынка. Ярким подтверждением этого стал бизнес-форум Tajik Japan Digital Business Connect, прошедший в рамках диалога Центральная Азия-Япония. Здесь потенциал отечественных IT-технологий был представлен во всем многообразии. Директор агентства инноваций и цифровых технологий Таджикистана презентовал японским партнерам амбициозные проекты от экспорта цифровых услуг до привлечения высокотехнологичных инвестиций. Прямо на полях форума представители ведущих таджикских компаний провели серию продуктивных переговоров с лидерами японского бизнеса, демонстрируя готовность наших специалистов внедрить инновации в промышленность, образование и энергетику. Этот визит и успех цифровой площадки в Токио стали мощным импульсом для укрепления деловых связей. Проведение мероприятий такого уровня закрепляет за Республикой Таджикистан статус надежного и технологичного партнера, готового к трансформации экономики. Участие профильного агентства в диалогах столь высокого ранга подтверждает курс на цифровизацию, заданный главой государства Таджикистана. Это не просто стратегия, а реальные шаги страны навстречу инновационному будущему и глобальному технологическому прорыву. В Душанбе прошла вторая большая ярмарка вакансий и свободных мест, организованная Министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в сотрудничестве с партнерами по развитию. Мероприятие было приурочено к Международному дню миграции и собрало большое количество действующих компаний и предприятий, включая крупные стратегические организации. Подробности в нашем сюжете. Во второй раз в столице в технологическом парке прошла ярмарка вакансий и свободных мест, целью которой является содействие гражданам в процессе трудоустройства, привлечение их к профессиональному обучению, соответствие рабочей силы требованиям внутреннего и внешнего рынка труда, а также повышение уровня жизни населения. На ярмарке более 70 действующих компаний и предприятий, включая крупные стратегические предприятия, а также районы города Душанбе, представили свободные вакансии. Участники ярмарки смогли ознакомиться с предложениями местных и иностранных работодателей, а также узнать о возможностях профессионального и языкового обучения.
По данным Агентства труда и занятости населения, в 2025 году на уровне республики планируется проведение 869 ярмарок вакансий, на которых 9344 предприятия предложат свои рабочие места. Также ожидается, что более 88 тысяч граждан трудоспособного возраста примут участие в этих мероприятиях. Из них более 13 тысяч человек получат направление на соответствующие рабочие места. И более 10 тысяч человек будут непосредственно трудоустроены. Более 6 тысяч участников также получат направление на курсы профессионального обучения. Эти показатели свидетельствуют о растущем интересе частного сектора к сотрудничеству с государственными органами и гражданами. Ярмарки вакансий становятся эффективным инструментом государственной политики в области занятости населения. Ответственные лица также подчеркивают важность продолжения проведения таких мероприятий с высоким качеством и более широким охватом, используя современные методы для привлечения участников. Таким образом, ярмарка вакансий в Душанбе не только представила новые возможности для трудоустройства, но и продемонстрировала стремление государства к улучшению условий на рынке труда. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.